Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на бывшего. А тема звучит так. Зачем он опять появился в вашей жизни? Специально, случайно. Сейчас все узнаем. Если тема интересна, загадайте на себя и на мужчину и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а вы что, из-за него нервничаете, что ли? А? Что такое? Что тут у вас за эмоциональные качели? Нервничает. Тут еще прям очень нервничает. Как-то он прям не то, что появился, как ввалился в вашу жизнь, а вы не поймете, что с этим делать. Ведет себя очень странно. Очень странно ведет. Так, у кого-то из девчонок мужчина прям очень наглый, навязчивый, как будто бы вы ему тут миллион должны. А у других наоборот, как будто бы он и ни при чем, и такой весь на дружеской волне, да не сильно типа надо. Да, ну вы чувствуете, что он что-то скрывает. А он ведь и правда скрывает. Скрывает, очень даже скрывает. Так, то, что он опять появился, это не случайность однозначно. Это хитро спланированный план. К этому плану, к этому действию, появлению он шел очень долго, но методично. Девочки, если бы вы знали, сколько раз он порывался вернуться в вашу жизнь, вы бы просто ахнули. Правда, он тут и так пытался, и подсматривал, и подглядывал, и справочки на вас там собирал, наводил. И слежка тут, я вижу, за кем-то прям шла по птицам, прям смотрели со всех сторон, за вами смотрели. Возможно, даже кого-то подговаривал, чтобы за вами следили. Но здесь явно у мужчины замысел, умысел. Не на пустом месте, не на пустом. Так, что меня смущает? Меня смущает то, что ему помогают силы. Силы ему помогают, высшие силы помогают. Не совсем понятен окрас этих сил. Кто-то и по темной звезде идет. Но сейчас будем разбираться. Так, мужчина ваш, мужчина. Но не путевый. Не путевый, абсолютно оторви и выброси. Какой-то аморальный, асоциальный образ жизни он вел. Потребитель, самовлюбленный. Себя жалко, другие все должны, да. Я хороший, все плохие. Это его как кредо, что ли, в жизни. Жизнь свою он запорол, загубил. А теперь пытается, ну как, не знаю, отмотать, что-то исправить, переделать. Смущает то, что желание, это, в принципе, смотрите, желание хорошее, да, вот поменять жизнь, по-другому жить, на правильный путь встать. Но меня очень смущает то, что мозги-то прежние, да, на старые-то дрожжи, оно то одно и то же выходит. Он внешне поменялся, а вот внутри каким был, таким и остался. К сожалению, вижу именно так. Так, зачем он идет? Ну, он за вами идет, он за вашим теплом идет, за вашей энергетикой, за вашим сердцем идет. Девочки, у него тут план такой, он из таких вот как частей состоит. Это ж не одно действие вернуться в вашу жизнь. Тут он все спланировал. Смотрите, как он будет действовать. Сначала он будет крутиться у вас перед глазами, мелькать, да, чтобы вы как попривыкли чуть-чуть к нему. Потом, значит, он будет искать ваши слабые места. Ну, как бы понятно, у всех разные ситуации. Кому-то помощь нужна, кому-то финподдержка нужна, кому-то, может быть, еще какие-то вещи нужны. Он будет это искать, прощупывать, нащупывать. А потом он будет вам предлагать себя.
и говорит: ну, ты же женщина слабая, да, тебе же мужик нужен, а вот он я, бери меня, ты же меня уже знаешь, я там стал другой, я поменялся, не знаю, землю перед вами есть будет, там, клясться будет, там, мамой, папой и там всеми святыми будет клясться, вот быстрее я стал хороший. Его на этот шаг, на этот поступок толкает не любовь, к сожалению, не любовь, потому что он только себя любить умеет. Его толкает, ну, я не знаю, как мне это объяснить. Вот как мне подобрать такое слово, чтобы не матюкаться. И вроде как, может, на Ютубе, да, все должно быть прилично. Дилемма. Ну ладно, девочки, давайте с другой стороны зайдем. В общем, мужику хочется тепла, любви и добрые руки. Вот так ему хочется, понимаете? Вот его цель, вот его мечта, и к ней он идет. Почему вы? Да потому что вы самое лучшее. Вы самое лучшее, что было с ним в его жизни. Вот как хотите. Что бы он там вам ни говорил, как бы вы там с ним не расставались, с боем, с громом, с молнией, но вы самое лучшее, что было в его жизни. Он это всегда знал, помнил, и всегда к этому стремился. Проблема не в вас, проблема в нем. Это он у вас недотепа, какой-то вот, знаете, как недоделанный, что ли. С вами все классно, отлично. А вот он, оторви и выброси, перекати поле. Так, он в таких переделках побывал, ну, прошел тут гром и молнию. Не знаю, у меня почему-то танк здесь нарисовался. Вот именно танк. Может, он у вас там танкистом был, да? Может быть, он даже как раненый был. Где-то чем-то пострадал. У кого-то точно мужчина военный. Либо был, может быть, на военной службе. У него там как жизнь вся перед глазами пролетела. И тут он понял: надо к вам. Только с вами хорошо, надо к вам, к ней, хочу к ней, возьми меня к себе. Так, чего от него ждать? Ну вот, окружит вас со всех сторон, подпирать будет. Тут, знаете, начнет с прикосновения, закончит вот такими вот объятиями, да, цепкими. Ой, девчоночки, если он вашу слабину нащупает, ну все, пиши пропало. Он вас опять заманит в эти сети любви. Заманит. Он, знаете, какой у вас талантливый мужчина в этом плане. Красиво умеет говорить. Прям журчит, как соловей. Угу. Чего вам ждать? Ждите от него каких-то ярких шагов, жестов и проявлений в вашу сторону. Смотрите, вот как я вижу. Я вижу, что вы должны его обыграть. Если раньше он пользовался вами, да, вот как там, мог вас и уговорить, и на ваших, может быть, ресурсах жил, там, пусть не материальных, пусть энергетических, но тем не менее, вот как вами он питался, да, то теперь в этот раз вы должны его обыграть, вы должны как взять свое, одержать реванш над ним. То есть он будет готов к широким жестам, а вы эти жесты принимайте, но при этом дистанцию между вами не сокращайте. Пусть заплатит за ваши мучения, за ваши страдания, за ваши выплаканные глаза, за вашу эту боль сердечную, которую он вам в свое время причинил. Пусть заплатит, пусть делает, пусть вкладывается, пусть вам помогает, пусть там, не знаю, оплачивает то, что там нужно оплатить. Пусть он это делает. А вы потом его в отставку, да, либо куда подальше пошлете. Не нравится этот мужчина, он не готов. Девочки, он не готов к серьезным отношениям, он раньше не был готов, и сейчас он не готов, ему еще нужно время. Вот мозги еще на место не встали, к сожалению. Это не похоже на мозг, это похоже на какое-то желе. Желе, да, еще с какими-то кусочками, вкраплениями. Нет. Не оно, с ним счастливой не быть. По крайней мере, вот в ближайшем будущем, да, с ним счастливой не быть. Так, что касается вас, ну, честно скажу, вот не обижайтесь на меня, вот как я вижу, что когда вы его увидели, у вас прям все внутри там перевернулось, ёкнуло, и душа запела, да, потому что вы, несмотря на то, что он много гадостей и пакостей вам наделал, все равно его любите, любили и любите, ну такой вот вы человек. Тепло разлилось по телу, надежда, девочки, надежда, у вас опять надежда.
Кстати, Надежда вас часто губит, что не на тех вы ставки делаете, да, не тем вы доверяете. Но смотрите, в этот раз все гораздо получше, потому что как бы там сердце не ёкало, не прыгало, разум диктует свою волю. Вы ведь женщина умная, вы обучаетесь, вы все эти болевые уроки, вы ведь все запоминаете, вы себе даже какие-то тут зароки давали относительно этого мужчины, там, других ситуаций. Вы развиваетесь, вы растете. У вас еще вот это состояние полета еще пару дней продлится, а потом вы начнете уже трезво его оценивать, поспокойнее к нему относиться. И игра, я вижу игру с вашей стороны, я вижу, что вы и сами до меня понимали, что можно этим мужчиной, ну, тут какие-то дырочки заткнуть, ну, помощь с него получить, да, оплату какую-то получить, стянуть. Ну, правильно, все правильно, так и нужно. Нужно его обыграть. Это шахматная игра между вами. И я вижу, что у него патовая ситуация. И последний ход, да, выигрыш будет за вами. К сожалению, не сильна в шахматах, вот, но вижу, что вы можете его обыграть, и вы так сделаете. Это будет ваша победа, ваша личная победа. Причем победа как на двух плоскостях. С одной стороны, вы закроете какие-то свои проблемы за его счет, а с другой стороны, вы ему отомстите. Отомстите за все те неприятности, которые он вам причинил. У вас тут пару ярких моментов я вижу, но вы на них не купитесь. Скорее, он начнет на них покупаться. Вот эта ваша встреча, она не последняя. Вот правду вам говорю. Вижу, что вы через какое-то время опять у вас идет расстояние, дистанция, но вы уже спокойно ко всему к этому относитесь, а он в этой новой дистанции начнет понимать, что он любит. Вот первый раз в жизни полюбил. Вот, вас именно полюбил. И тут в нем проснется и сочувствие, и жалость, и всякие добрые чувства, и даже жертвенность проснется. Вы где-то расстанетесь на месяца 3, а то и 6. А потом вас опять сведут. Опять он будет вас искать, опять он будет бежать к вам. Вот. А там уже что-то другое вас ждет. Там уже совсем по-другому будет все складываться. Он другой станет, и глаза у него другие станут. Да и вы тоже, да, проучив его, получив этот свой реванш, вы поспокойнее начнете относиться, и вы увидите качественные изменения в этом мужчине. У вас тут надолго с ним еще. И встречи, и расставания это еще будет. Здесь вам очень хороший дают совет. Очень хороший, мне нравится. Тут вам говорят, что вам нужно обратить внимание на себя и заниматься собой, исключительно собой, своим будущим. У вас тут 2 перспективы нарисовались. Вот в делах, в здоровье, в каких-то ваших вот ценных задачах. Хорошая энергетика идет для вас, для того, чтобы вы себя вот на высоту на какую-то подняли. И любовь-то она будет, и счастье у вас будет. Здесь как бы нет сомнений. Пусть не с ним, с другим будет. Но в ближайшие вот несколько месяцев вам нужно углубиться в себя и в реализацию себя. Поверьте, у вас все получится. Прекрасный шанс либо работу хорошую иметь, либо вот дела свои поправить, здоровье свое поправить. Вот выйти как, да, на плато, такое светлое, доброе, под ярким солнцем. Поэтому, мои хорошие, играйте с ним в эту игру, сделайте его подчистую, да, пусть он заплатит все, что вам должен, пусть еще пойдет, помучается, поумнеет, а потом уже как время покажет, девочки, время покажет. Вы с ним чем-то повязаны, понимаете? Вот я не могу понять, плохим или хорошим. У кого-то отыграется, что плохим, я скрывать не буду, но у кого-то отыграется, что высшие. Высшие вот вас тут повязали, и у вас постоянно это притяжение. Да? Ни он, ни вы друг о друге не забываете. Но это не просто так. Да? Высшие ведь они знают, что делают. Если мы говорим о плохом, но это кармические уроки, которые именно с ним вы должны пройти. Причем я вижу с вашей стороны, что вы очень успешно все это пройдете. Да, было больно, сейчас уже больно так не будет. Понимаете?
Теперь вы будете торжествовать. Теперь уже вы будете праздновать свою победу над этим мужчиной. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.